Промоутерская компания, в то же время и школа профессионального бокса России, которая занимается подготовкой профессиональных боксеров и организацией проведения крупнейших профессиональных, титульных и рейтинговых боксерских программ, 15 ноября организовала вечер профессионального бокса для спортсменов, которые стремятся утвердить свой официальный статус профессионального боксера. Впервые в этом вечере выступили дебютанты из Абхазии Дмитрий Палавандзе и Константин Барциц. Нужно отметить, что 14 ноября прошла процедура взвешивания спортсменов. Уже 15 ноября были проведены поединки. Константин Барциц выступил в полутяжелой весовой категории до 79 килограммов и провел 4-раундовый бой против Виктора Конкина. Боксер уверенно контролировал ход поединка, что позволило ему одержать победу единогласным решением судей. И победу одержал боксер красного угла ринга Константин Барциц, Республика Абхазия. Я немного понервничал. Все-таки первый формат такой, в котором я участвую вообще. Это мечта моего детства — выйти с моим флагом, гордо поднять его на ринге, тем более одержать победу. И можно сказать, что я воплотил свою мечту, так что дальше буду работать, улучшаться и показывать лучшие результаты. Соперник был опытный, у него 13 или 14 боев. Немного переживал по этому плану, что у него опыта больше профессионалов, и вышел все-таки, одержал победу, и я доволен. И вот выступил благодаря Альберту Кардиоглу, своему тренеру Беслану Николаевичу Адлибу и Баталу Чиже, конечно. Люди, которые помогали мне на протяжении всего моего пути. Карт состава участников был абсолютно разнообразен, традиционно включающий в себя как дебютантов, так и более опытных бойцов, обладателей различных титулов. Было заявлено 22 пары участников. После полуторагодовалого перерыва на ринг вернулся Виталий Педряков. Также в этом вечере прошли и титульные бои. Целевой аудиторией проекта являлись как мужчины, так и женщины в возрасте от 14 до 80 лет, интересующиеся спортом и здоровым образом жизни. Дмитрий Палавандзе провел свой дебютный бой в полутяжелом весе. На ринге он встретился с профессиональным боксером Кириллом Соя. Поединок, рассчитанный на 4 раунда, завершился досрочно уже в первом. После точного и мощного попадания Палавандзе соперник отказался продолжать бой, что принесло Дмитрию уверенную победу. Дмитрий Палавандзе. Были мысли выйти, не форсировать события, конечно, попробовать просто профессиональный ринг, потому что для меня это дебютный поединок в таких условиях, да. Вот. Честно, я не думал, что закончится так быстро все. Надеялся, конечно, подольше побоксировать, продышаться, но как получилось, к сожалению, вот соперник не смог продолжить, бой закончился. Очень сложно перестраиваться с олимпийского бокса на профессиональный сразу. Вот, поэтому пару боев проведем таких, вот, и будем уже, конечно, пытаться искать варианты выходить на мировую арену, вот, и за пояс биться. Но в профессиональном есть еще такая возможность представлять именно Абхазию, вот, под абхазским флагом. Вот, к сожалению, в олимпийском боксе сейчас пока мало таких возможностей. На данном мероприятии абхазских боксеров поддержал президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Кардим. Мы сейчас будем готовиться к следующим боям. Я думаю, что это в ближайшее время состоится. Дима хороший боксер, мастер спорта России. Вот, Костя тоже надежды свои возлагает. И поэтому мы будем сейчас работать над этим и будем готовиться, чтобы он дальше, рос в этом плане, в профессиональном плане, чтобы он рос, и будем смотреть. На вечере профессионального бокса абхазских бойцов пришли поддержать и наши соотечественники в Москве. Костя Барциц. Все-таки первый бой продышался все 4 раунда. Я желаю ему дальнейших успехов, конечно, упорных тренировок, потому что все-таки опыта у него мало видно. Но человек старается, молодец, дух есть. Дима Палавандзе, по его опыту, можно сказать, что намного больше, чем у Кости, конечно. И в целом бой был, конечно, неплохой. Он закончил досрочно, очень красиво. Вот. И ему также желаю удачи в дальнейших боях. Целью проекта является продвижение профессиональных боксеров и завоевание ими чемпионских званий, а также организация боев с участием боксеров школы на территории России с действующими профессиональными мировыми боксерами. Адица Сагария, Асида Сагария. Специальный репортаж из Москвы для абхазского телевидения.